Я хотел бы отреагировать. Ну, во-первых, спасибо большое, да, за вопросы, за ваше мнение. А, Я считаю, что, ну, я думаю, что все понимают, да, что, конечно, то, что сейчас творит Россия в Украине, это ужасно, да, это вообще не укладывается ни в какие рамки, но, по моему мнению, что если начнется распад России, то еще больше будет жертв. Да. Что касается Китая, я не утверждаю, я не могу утверждать, этого никто не знает. Да? Но кто утверждал и кто вообще думал, что Россия нападет на Украину? Второе, мы должны же понимать, да, что есть геополитические интересы разных стран, а Китай сейчас стала мощной страной, да, очень сильной страной. И у нее есть свои интересы. Она никогда, мне кажется, не отказывалась от того, что когда-то принадлежало им, как они считают, на Дальнем Востоке. Об этом сейчас очень много пишут, о том, что все те договора, которые были подписаны с Российской империей, они несправедливы. Что территории, которые Россия забрала, как они считают, у Китая, это исторически традиционно территории Китая. Я опять же не могу утверждать, что это произойдет, да, но я высказываю свои предположения. Второе, как мне кажется, что если этот процесс, да, неконтролируемого распада начнется, то он приведет еще больше в жертв, будут огромные жертвы. Я не против того, я не высказываюсь против того, чтобы Россия распалась. Да. Я считаю, что это должны, первое, определить сами люди, сами народы. И второе, мне кажется, чтобы избежать еще больших жертв, необходимо, чтобы был некий период, да, по которому можно было бы избежать вот этих всяких тяжелых процессов и так далее. Вот это моя позиция, да, и Можно добавить еще два слова вот, в продолжение, да? Значит, мне кажется, что оценка рисков в разных регионах, она различна. И если мы говорим вот о китайской угрозе, то люди, которые на тех территориях, в тех регионах проживают ближе к Китаю. Ну, я вот из Новосибирска, например, и не раз я слышал вопросы и отвечал про Китай, наверное, по-другому, нежели люди, живущие на Кавказе. У них другие соображения. И опять же, в случае, значит, трансформации в постпутинское время мы должны вспомнить, что после значит, развала СССР только 3 республики были в фокусе внимания ядерного оружия. Это Украина, Белоруссия и Казахстан. Их касался этот значит, договор Будапештский и так далее относительно гарантий. Здесь тоже мы давайте рассмотрим вариант, о котором я тому же Дудаеву, встречаясь в Чечне, говорил еще тогда. Дайте Ичкерии свободу, давайте. И если те территории по краям, скажем так, российской нынешней империи, как говорят многие, они получат самостоятельность, не имея ядерного оружия, то там этой проблемы и не будет. Спасибо. Ну, я вижу по вопросам, что, может быть, там не все аргументы, на мой взгляд, были правильно поняты, да. Смотрите, ну, относительно Китая мы можем много дебатировать, да, там есть оттуда там территориальная угроза, нет территориальной угрозы. Я вообще считаю, что, например, там в 21 веке это вот Путин начинает войну против Украины по поводу территориальной угрозы. Я не верю, что Китай может там территории аннексировать у России. Но влияние определяется не только территориями, влияние определяется доступом, прежде всего, к ресурсам сибирским. И вот их, конечно, Китай может по факту забрать себе там чисто экономическими методами, не забирая территорию. И опять в Соединенных Штатах этого очень боятся. Потому что это сделает Китай
вообще недосягаемым для всех остальных с точки зрения супердержавы. Здесь этого не хотят, и это мешает нашему общему делу. Это мешает делу прекращения существования путинского самодержавия и разрушения той империи, которая осталась в виде Российской Федерации. Из-за этого люди недостаточно помогают Украине. Из-за этого люди не думают о том, что будет дальше на этой территории. Это мешает. С этим страхом необходимо работать, и его надо учитывать. При том, как мы говорим. Там ядерное оружие, ну, то есть, еще раз скажу, там, я не знаю, видели ли вы или нет, ядерное устройство, кто-то видел, кто-то не видел. Я видел, да, то есть, вот. Существуют такие ядерные устройства, которые можно вывести в чемоданчики, запустить их, использовать. Вот, нет, физически, то есть, тактическую, например, ядерное оружие там можно в рюкзак погрузить. Использовать его потом невозможно. Но это не важно. Ядерный материал можно переместить, и это воспринимается в качестве угрозы. Не как бомбу на кого-то сбросить ядерное, да, перемещение ядерного. А в любом случае, опять-таки, так ли это или не так ли, это реальный страх. Распространение технологий. Да, и с ним необходимо, безусловно, работать, чтобы мы не говорили. Дальше, был вопрос, может или нет быть хуже. Да, там, чем отличается оптимист от пессимиста, да, то есть оптимист считает, что хуже быть не может, а пессимист говорит, будет еще хуже. Вот. И я, конечно, считаю ужас то, что сейчас происходит с точки зрения войны с Украиной, так же, как ужас то, что до этого происходило в виде войны с Чечней, и ужас, который происходил в виде войны с Грузией. Но у нас есть, конечно, все шансы, теоретически, дай бог, чтобы этого не было. Мы здесь для того, чтобы этого не произошло. Но теоретически шансы, что это может быть по всей стране, да в легкую. Вон вы с Ингушетией, Магомед, да? То есть вы прекрасно знаете, что есть территориальные вопросы с Чечней в результате деятельности Рамзана Ахмадовича и многолетний территориальный вопрос с Северной Осетией, да? И когда распадался Советский Союз, соответственно, конфликт по поводу пригородного района был важнейшим фактором на Кавказе. А у отдельно взятой Чечни есть еще там Кизлярский, например, район, откуда были депортации, да, и там есть вопрос тоже территории. И какой мы регион не возьмем, они же специально нарезались в сталинское время так, чтобы спровоцировать максимальное количество конфликтов в случае распада. Это же специально делалось. И, конечно, мы не можем этого не учитывать. Может быть хуже, то есть может быть многочисленные кровавые конфликты. И эти кровавые конфликты, во-первых, будут влиять на наших людей и будут приводить к жертвам. С другой стороны, с точки зрения, опять, геополитики, что является темой для этого обсуждения, никто в мире не хочет иметь там 20 Югославий. Значит, последняя, то есть, вещь. Опять, я вот призывал вспомнить опыт распада Советского Союза. Значит, этот опыт как раз нам говорит, например, Китай не аннексирует Казахстан или Киргизстан, да, хотя его экономическое влияние там очень большое. И я не вижу признаков того, чтобы Китай забрал бы себе там Киргизию. Да? Вот. И там Афганистан даже там, со всеми запасами лития, там, которые, значит, ходит куча китайских представителей, он тоже не аннексирует. Его можно купить вот, вместо того, чтобы, соответственно, аннексировать. Но в то же самое время мы же видим, каким образом пошли траектории развития этих стран и территорий. И где-то там, посмотрите, там на Туркменистан, да, то есть вот с Паханом, у меня 50 секунд еще есть, я вижу. Вот, значит, там натуральный паханат, да, то есть лучше стали жить там люди от этого или хуже. Значит, есть пример благополучных вроде стран Балтии, да, то есть которые, вроде классно, Европейский Союз и так далее. А посмотрим с точки зрения депопуляции в этих странах, какое количество людей оттуда уехала, да, особенно, например, из Литвы. Вот. Она потеряла огромное количество населения. Вот мы говорим там национальное развитие, значит, народов, да. Ну и последнее. Это русские национальные республики. У национальных республик один интерес, у русских регионов другой интерес. Отделяются национальные республики, остаются русские республики. Вы представляете объем ресентимента, который там возникает?
и потом вероятность фашизма вновь, да, то есть который сейчас есть там путинский, и приход дальше с войной. Поэтому решение должно быть общее, которое касается всех. Я думаю, что я скажу за всех коллег, да, то есть никто не предлагает разменять свободу на безопасность, да, безусловно. И мне кажется, все, кто собрался вообще в этой аудитории, они стоят на позиции, что империя должна прекратить свое существование, должна произойти деколонизация России, должно прекратить быть существование регионов в качестве провинций, колоний и метрополии, да, которая из них сосет все соки, да. Моя тоже избирательная кампания в Новосибирске, откуда я там 10 лет имел честь представлять этот город, значит, она шла под лозунгом «Хватит кормить Москву». Там, в некотором смысле это был ответ на лозунг там, Навального «Хватит кормить Кавказ», который я считаю российским, националистическим, то есть и так далее. Вот. Но прекратить существование вот колониальной системы, то есть это было правильно. Значит, вопрос, да, там, дьявол, как говорится, он в деталях. То видение, которое есть у нас, заключается в том, что возможно существование нормальной демократической страны, построенной на неимперских принципах. Сложена эта нормальная демократическая страна может быть только снизу. Если люди собрались и сказали, мы такую страну хотим, и мы ее сложим вот по таким-то правилам. Мы сделаем центр свой, и мы делегируем туда какие-то полномочия, которые мы сами определили, что мы туда делегируем. Но я, кстати, это моя личная позиция, что это точно должен быть, этот центр должен быть не в Москве, да, то есть в другом месте. Значит, но это должно решить так же, как это сделали люди в Соединенных Штатах. Эта же дискуссия здесь точно так же шла, там, с отдельными колониями, да, которые превратились в итоге в Штаты. Да, то есть вот они это решение, соответственно, приняли. И вот такой процесс, на мой взгляд, надо пройти. И при этом какое-то количество регионов вполне в этом процессе скажут, там, нет, мы не договорились, мы пойдем своей дорогой. Вот там Чечня там, с высокой вероятностью скажет, мы за это воевали, и то есть мы уже это отстояли, и мы пойдем своей дорогой. Но дальше я смотрю на российские регионы, и я вижу вашего Минихана. Вот будет независимый Татарстан во главе, то есть с нынешними людьми, которые там очень любят на этом зарабатывать. Лучше будет от этого Татарстана или хуже? Я не знаю, это вам решить. Но я понимаю, то есть, что изначально, если Татарстан будет независимым, там будут вот эти люди. А в Башкирии будет Радий Хабиров. А в Екатеринбурге будет Куйвашев. А в Москве будет, прости господи, Собянин. Лучше от этого будет жителям этих регионов или нет? Я не знаю. Они сами должны это решить. Хотим мы идти таким путем или не хотим мы идти таким путем. Но этот вопрос надо людям задать. Илья, спасибо за вашу реплику. Это, в принципе, то, о чем хотел вчера говорить. Вы задали интересный вопрос при разделении, будет ли лучше Татарстану, Башкортостану, с учетом того, что, скорее всего, там останутся Миниханов, Хабиров. Тут я добавил бы еще Санкт-Петербург. Я отвечу, у меня есть ответ на этот вопрос. Да, лучше. Объясню почему. Тот же Татарстан, Башкортостан являются регионами-донорами. Что-то говорит, что львиная доля их доходов идет в бюджет Москвы. Собянину, Путину и так далее, и так далее, и так далее. И при отделении вот эти вот доходы останутся в Татарстане. Хочешь, не хочешь, им будет лучше. Даже независимо от того, что эта фамилия будет Миниханов. Или, например, Санкт-Петербург, который является воротами для большого континента. Сингапур. Будет ли Санкт-Петербургу Инри лучше от того, что они будут отдельно? Да, конечно. Потому что они тогда будут лучше Гданьска, в котором мы с вами были. А сейчас они хуже Гданьска. Поэтому лучше. Хотел еще задать, такая реплика, хотел задать небольшой вопрос. Смотрите, у нас в истории за 100 лет распадались две империи очень похожие. Это Российская империя и Австро-Венгерская империя. То есть не заморскими территориями, а с континентальными, вот, которые были связаны. В Австро-Венгрии не нашлось ни одного человека, который бы силой оружия этот процесс удержал. Ну и не было и ни одного человека, который бы там авторитетом удержал от распада. Ну не случилось это. А в Российской империи
Такая история случилась. Нашелся человек, который не силой авторитета, а силой оружия, Ленин и большевики эту всю империю удержали. Ну, пересобрали, назовем так. И вот у меня вопрос ко всем. Россия сейчас находится в стадии полураспада. Если, по вашему мнению, человек, существующий в Российской империи, который силой авторитета способен удержать ее от распада, или нет такого? И если есть, то кто это, по вашему мнению? В России таких людей миллионы, зовутся они русские люди, которые хотят видеть Россию великой от моря до моря, там, от Камчатки до Магадана. И каждый из них, который считает меня, вы знаете кем, который считает их, вы знаете кем, он готов встать на его место. В этом вся проблема. Понимаете? Проблема в том, что до их прихода на Северный Кавказ, до прихода русских на Северный Кавказ, вот здесь рядом с вами сидит чеченец, да, о территориальных проблемах, о которых мы говорим. Дело в том, что я знаю 14 поколений своих предков. Он знает, может, больше, может, чуть меньше, но десяток знает точно. И каждый из нас знает каждый сантиметр его и не его. Понимаете? И все наши конфликты происходят потому, что там сидят русские, которые решают, где пройдет граница. Да она за 100 лет уже раз 6 ушла в пользу того и в минус этого региона и обратно. И теперь, когда собираются так называемые историки, они начинают друг другу вот эти... Я говорю, уберите эти русские карты. Уберите эти русские карты, уберите эти русские учебники истории, где написано для вас как, что, где. Покажите мне до России, когда Ингушетия воевала с Чечней или Чечня напала на Дагестан. Были такие? Были арабы, были армяне, были грузины, миссионеры, приходили, записывали. Но что-то не получается найти каких-то мощных я не знаю, чеченских войн и так далее, конфликтов. Поэтому да, есть любой человек, русский, который хочет великой России за немками на Берлин и так далее, он сегодня идет добровольно воевать в Украину. Он сегодня не сопротивляется мобилизации, участвует в мясных штурмах, отправляется домой в пакете. И всегда на его замену приходит другой, третий, десятый. И это мы уже наблюдаем в течение больше года. Поэтому всегда есть, не сомневайтесь.